Her bir xo'jabikaning o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. Саламатсыз, хурматтуу достар, это программа «Секреты татарской кухни». Мы по-прежнему находимся в гостеприимном Тюлечинском районе. И сейчас здесь для вас танцевал детский ансамбль Дома культуры деревни Югары Кибя Хужа. Рахмет сизге, кызлар, егитлер! Большое спасибо! Тюлечинский район – край с древней историей. Археологи обнаружили в этих местах десятки археологических памятников эпохи бронзы и железа, периода Золотой Орды и Казанского ханства. Многие села района известны с тех дальних времен. На территории района действует Тюлечинский краеведческий музей, в котором собрана прекрасная коллекция, а работники музея бережно хранят вещественные источники многовековой истории родного края. Исәнмесез, Руслан. Рахимитегез, добро пожаловать в наш Тюлечинский краеведческий музей. Наш край славен тем, что у нас около села Большие Нырсы археологи нашли очень ценные исторического значения экспонаты. Серебряный дирхем Киевской Руси, наконечники стрелы, бронзовый браслет X века. И таким образом они составили карту вот такую, какие были поселения, где они были расположены, на какой территории и какие занимали площади. Расскажи, пожалуйста, вот что здесь находится. Я смотрю, татарские лапти. Именно в них ходили тюлечинские жители. Да, их население не только татары, все население. Это платье богатой казанской татарки конца 19 века. Что вот это такое? Расскажите, пожалуйста. Это кухонный прибор. Кильсап, ступа называется. Там мололи зерно. Значит, я угадал. Да. Вот эту рубашку носил русский мужчина. Это называется праздничная рубашка. И косоворот. праздничная кепка сверху. Да, можно сказать так. Это кряшина носили. Это простая татарская женщина носила. Вот лопата для выпечки хлеба, самовар, конечно же, казан, котел. И обратите внимание, вот как они украшали еще дом. Всегда было празднично, красиво, уютно. Ну и старый буфет. Да, это буфет. В каждой деревне, в каждом селе был мастер, свой мастер, который делал вот такую мебель. Их имена были известны. Всегда знали, вот это Мухаммад Аби делал, вот это Садык Аби делал, вот был их почерк известен был, их узора, вот это их работа. Тюлечинцы гордятся своими земляками. Отсюда родом татарские певцы Сулейман Юсупов, Тахир Якупов, Расим Низамов, Венера Ганиева, писатели Фатих Хусни, Рашат Низамиев, олимпийские чемпионы Ольга Князева и Шамиль Сабиров, академики Талгат Сиразиддинов и Яхья Абдуллин, доктор филологических наук профессор Васил Гарифуллин и многие другие. И саламатсыз, хурматтуу достар, здравствуйте! Мы продолжаем наше кулинарное путешествие по районам Республики Татарстан, и мы уже вторую неделю гостим в гостеприимном Тюлечинском районе. И сегодня с нами готовит повар Верхней Кибякозинской школы Алсу Хадеева. И саламатсыз. Спасибо большое, что пришли к нам в программу. Я тоже очень рада. Я вот хочу вам подарить книгу о нашей школе.
Ее написали наш земляк Василий Гарифулин и директор нашей школы Гульшат Миникаева. Думаю, вам будет интересно почитать на досуге о ней. Здесь Мектебим истории. Гамер-Бишиген. Да, это Мектебим Гамер-Бишиген, школа «Моя колыбель». Здесь описана история нашей школы, нашей деревни, о наших земляках, которые вышли из нашей деревни, знаменитости. Ну, обо всем мы поговорим в течение нашей программы. Ну, а сейчас скажите, пожалуйста, что мы будем готовить? Сегодня, я думаю, мы будем готовить праздничные блюда губадья, которые готовятся по особенным торжествам. С удовольствием. Начинаем. Губадия – блюдо татарской национальной кухни, закрытый круглый многослойный пирог. Традиционный вариант сладкий и подается к чаю, однако существуют вариации рецепта, включающие мясо. Губадия готовится по праздникам, обязательно на свадебном столе, при торжестве в честь имя наречения, при встрече дорогих гостей. По обрядовому значению близка к русскому караваю. Итак, как в Тюлечах готовят губадию? Ну, для начала замесим тесто. Возьмем миску. Угу. 2 яйца подайте, пожалуйста. Пожалуйста. Добавляем воду 1 стакан. И мне еще масло полстакана надо будет. Так, пожалуйста. Спасибо. Так, еще соль. Немного соли. Немного соли. Что я буду делать? Так, ну, в принципе, так как у нас передача на природе, Ага. я все заранее приготовила. Я Но думал, вы можете сказать: Руслан, ты пойдешь купаться. Позади нас красивое озеро. Вы будете готовить. немножко мне надо будет помочь порубить мелко яйца, вареные яйца. Алсу, расскажите, пожалуйста, вот чем славятся ваши края? Ну, наши края, вот, например, на границе наших 2 сел, это Верхние Кибакози и Большие Кибакози. Здесь прошли в свое время, давно уже, когда пришло войско Ивана Грозного, на границе этих 2 сел наши предки остановили Ивана Грозного, и он ушел в другие края. То есть непроходимые места были здесь? Да. У нас предки были, видимо, очень сильные. И вот они не допустили нашествия. Очень знаменитые люди у нас в нашей школе учились. Это наш земляк Василий Гарифулин. Он заведующий кафедрой журналистики КФУ, композитор и баянист Фарид Хатыпов. У нас есть кандидат биологических наук. Это Алия Кашаева. Это все выходцы вашей деревни? Да, это все из нашей деревни. Певцы Расим Низамов, Алина Софиуллина. Ну, очень много. Писатель Максут Хасанов. Можно сказать, это можно перечислять часами. Всех известных людей с Тюлечинского, в том числе, района. Да. Добавляем муку. Ну, у нас тесто должно быть немножко мягковатым и послаще, чем обычно. Например, на треугольнике мы делаем не сладкое тесто, а на губадью у нас тесто должно быть сладким и мягким. Алсу, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям немного о себе. Ну, я сама родилась в Казани. Мама у меня из этого села, а папа из Альметьевска. Ну вот вышла замуж и переехали сюда. Теперь вот работаю поваром в школе. Как с питанием, расскажите, обстоят дела сейчас в школах? С питанием у нас все очень хорошо. По сравнению с тем, когда мы были маленькие, у нас двухразовое питание, единое меню по всему району. Думаю, что школьники довольны. У нас все... Я слышал даже, что в вашу школу еще и ужинать приходят из дома школьники. Бывает, да. Теперь тесто разделим на 2 части. Мне можно ножик. Так, пожалуйста. Одну половинку сделаем немножечко поменьше. Это будет крышечка? Это будет крышечка, да. Одну сделаем немножко побольше. Ну, а тесто не должно быть толстым. Чем тоньше, тем лучше. Сейчас тесто раскатаем потоньше. Алсу, кроме того, что дети в вашей школе получают образование, вкусно питаются, чем они еще занимаются? У нас у детей нет времени скучать. Нет свободного времени? Нет свободного времени. У нас множество кружков. У нас дети очень занимаются спортом. Вы, наверное, заметили, у нас есть новый комплекс «Батыр». Они, значит, там занимаются борьбой куряж. Там постоянно проходят различные соревнования по теннису, по куряж Бильбау. При клубе у нас работает кукольный театр. Затем у нас дети еще ходят в танцевальный кружок. Различные кружки есть. Также у нас зимой закатываются хоккейные площадки. На хоккейных площадках тоже проводятся различные соревнования. Руслан, у меня вот уже тесто готово. Вы мне не сможете смазать сковородку маслом? Так, с удовольствием. Ну, я смотрю, на кухне, Алсу, вы справляетесь прекрасно. А еще какие-то хобби у вас есть?
Ну, у меня хобби. Зимой вяжем. Зимой я вяжу носки и делаю цветы. У нас очень красивые. Вяжем цветы. То есть носки вот эти шерстяные? Да. Для всей да. школы? Только Нет, для своих? Нет, только для своих, для всей школы не получается. Нет времени. Ну, летом у нас, конечно, огород. И скучать не приходится. Что растет в огородах тюлечинских жителей? Все, что у всех остальных. Итак, основа для нашей ГУБД готова. Сейчас начнется самое интересное. Мы будем слоями складывать начинку. Начинку, да. Первый Первым у нас идет корт. корт. Да, корт. Тот самый наш самый известный татарский творог. Да. Это вы сами приготовили? Да, это домашнее все. Вы нам лучше расскажите, особенно тем зрителям, которые не знают, что такое корт, как он готовится. Корт – это основа, это творог, и добавляет в него катык. И он довольно долго кипятится, пока вот дойдет до такого состояния. Ну, сколько часов вот вы готовите? Знаете, вот честно, я сама не готовлю его. У меня очень замечательная свекровь, которая мне во всем помогает. Как зовут? Ее зовут Сания. Саня Апасызга Звигзур Салям. Да. Она у нас работала в школе преподавателем, учительницей начальных классов. Она мне во всем помогает. И вот она готовит мне вот такой замечательный корт. Второй слой. Второй слой надо немножко посыпать песком, потому что у нас корт немножко с кислинкой, чуть-чуть. И вот чтобы придать чуть-чуть. Одна моя знакомая, которая тоже часто готовит губади, говорила, что в губаде должно быть много-много масла. Это правильно? Это очень правильно, потому что без масла это уже будет не то. Запоминайте, друзья, Да. секреты губади. Побольше корта, побольше масла. И побольше изюма. Дальше третий слой рис. Третий слой идет у нас рис. Рис, конечно, можно не очень толстым слоем. И самое главное, чтобы он был у нас рассыпчатый. Затем у нас идет изюм. Весь изюм? Да, изюм положим весь. Так, тоже равномерно мы его Да, мы его равномерно распределяем. И сверху еще немножечко. То есть, если рис остался, мы его поверх изюма. Да. Ну, можно, конечно, не класть, это на любителя, но... Безотходное желательно. производство, Да, вся начинка будет Да, вся начинка будет на своем месте. использована, да. Итак, мы выложили весь рис. Да. И мне кажется, некоторые, кто ни разу не готовил губадью, думают, все, крышечка и в духовку. Нет, друзья. После небольшой паузы мы продолжим готовить губадью, и вас ждет еще много интересного. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И напоминаю, мы в Тюлечинском районе и готовим вместе с Алсу Хозяевой. И мы продолжаем готовить губадью. Очень вкусное татарское блюдо, но на самом деле готовить его нелегко. Итак, тесто мы раскатали, есть у нас основа. Затем у нас пошел корт. Посыпали мы немножко песком, добавили рис, изюм и вновь рис. Теперь у нас будет следующим слоем опять идти песок. Так как пирог этот сладкий, песка не жалеем. Следующий слой у нас теперь будут яйца. Так. Алсу, расскажите мне, пожалуйста, вот вы с детства мечтали стать поваром? Знаете, да, я мечтала с детства, потому что у меня очень вкусно готовила мама, и сейчас готовит. Папа тоже очень вкусно готовил. Они были всегда у нас гостеприимные, у нас всегда много было родственников в доме. И вот как-то вот мне захотелось научиться готовить получше. Где вы получали образование? Ну, тогда у нас это было ПТУ номер 10 в Казани. Там была фабрика «Заря», вот при нем. Помните какие-то блюда оригинальные, которые вы готовили во время учебы? Самое оригинальное это были торты. Тогда торты были в дефиците, и вот готовить торт это было престижно, что ли. Вот. Так, яйца мы разложили, что еще? Теперь у нас следующим слоем будет идти масло. Масло мы Кстати, жалеть не будем. смотрю я вот на это масло. Очень оно не похоже на масло из обычного магазина. Вот именно такое масло, я помню, в деревне делала моя бабушка. Да, это домашнее масло, которое я готовлю сама. Оно очень вкусное. И теперь мы его будем класть в губадью. И расскажите, как в домашних условиях можно приготовить сливочное масло? Тут ничего нет сложного. Сначала мы молоко пропускаем через сепаратор, и затем у нас получается сметана. И вот эту сметану мы миксером взбиваем, и вот получается вот такое масло. А раньше наши бабушки, когда не было миксеров, они все это вручную взбивали? Да, они все это взбивали вручную, но теперь у нас есть миксеры, И блендеры. все это намного проще. Да, и все это Ну а намного сейчас, проще. дорогие зрители, посмотрите, какие куски масла в Да. Тюлечинском районе кладут в Очень- губадью, и поэтому, мне кажется, она такая вкусная. Очень вкусное масло. Руслан, пока я буду раскатывать крышечку, вы мне не сможете приготовить лизон для того, чтобы намазать на тесто, чтобы оно у меня было румяное. Так, Подрумянилось немножко. Здесь у нас Сюда желток. немножко воду добавляем и надо взбить. Алсу, расскажите нам, пожалуйста, немного о своей семье. У меня муж, 2 детей. У меня замечательная семья. Старшая дочь закончила 9 класс.
Вот она мечтает стать педагогом. Не поваром? Нет, не поваром. Ну, я надеюсь, Алла Берса, я думаю, так и будет. Ваши дети получат достойное образование и обязательно вернутся и будут работать на благо Тюлечинского района. Да, я тоже так думаю. Крышка у нас готова. Так. Сделаем небольшое отверстие, чтобы у нас воздух не собирался и крышечка не набухла. Теперь я буду закрывать. Алсу, я вот нахожусь здесь у вас в Тюлечинском районе уже вторую неделю и понял, что здесь народ очень трудолюбивый. Вот единственное, не понимаю, кроме Сабантуи, вы вообще отдыхаете, нет? Летом почти нет, но зимой, конечно, у нас бывает время. У нас в клубах бывают концерты, театры, самодеятельность. Я вот защиплю. Ну, конечно, вот говорят, что когда защипываешь губадью, не надо говорить. Раньше у нас бабушка так учила. Так как блюдо очень жирное, в ней много масла и песка, тесто может раскрыться. Вот теперь мы его губадью смажем, чтобы она у нас подрумянилась. Сколько вы обычно готовите в духовке и при какой температуре губадью? Ну, при температуре, конечно, ее надо немножко жирковатую духовку. При температуре 220 градусов около 60 минут примерно. 60 минут примерно. Да. И последний штрих приготовления губадии – это сладкая посыпка, которую мы приготовили из масла, песка и муки. Отлично. Все это красиво, вручную, бисмилляхи. Это не губадия, это самый настоящий торт получился у нас. Отправляем в духовку на 60 минут и будем пробовать. Замесили дрожжевое тесто, разделили его на две неравные части. Большую раскатали и выложили на смазанную растительным маслом сковороду. На тесто выложили слоями начинку. Итак, первый слой корт, который мы присыпали сахарным песком. Затем слой риса, изюм, снова рис и рубленые вареные яйца. На начинку сверху выложили кусочки сливочного масла, закрыли крышечкой, залепили края, смазали взбитым с водой и яичным желтком. Из сливочного масла, сахарного песка и муки сделали посыпку, крошку. Посыпали губадью и отправили запекаться в духовку, разогретую до 220 градусов на час. Партнер нашей программы – Кукмарский завод металлопосуды. Представляет бренд Кукмара – посуду линии «Модерн». Это литая толстостенная посуда с высококачественным антипригарным покрытием нового поколения. Так и хочется поскорее взять в руки эту посуду и приготовить что-нибудь вкусненькое. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепт приготовления губадии, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. Аромат губадии сводит меня с ума. Я в Тюлечах 2 недели. Собери меня, мама. Наша ароматная губадия подоспела, и прямо сейчас мы будем ее пробовать. Для этого у нас все готово. Татарский чай и тюлечинская губадия. Кулгана нашилармы рукой. Кто как хочет. Ну, мы аул малайлары. Руками. Бисмилля рахман рахим. Такую губадию в магазине не купишь. Биг тамле. Во. Я рада, что губадия вам понравилась. Надеюсь, и наш Тюлячинский район тоже вам понравился. Честно говоря, Алсу ханым, уезжать неохота. Но Казань ждет, и нас ждет очередной район Республики Татарстан. Всем тюлечинцам, которые нас здесь кормили, встречали, угощали, бигзур рахмет. Спасибо и вам, Алсу. До новых встреч. Смотрите нас каждую неделю, дорогие друзья. Это была программа «Секреты татарской кухни». Bizga har shoq baxtgina tila tila